Номер 8 Тевин Каммингс, номер 10 Владислав Мороз, номер 11 Артем Секушенко, номер 15 Владислав Микульский, номер 19 Брукс де Бишоп, номер 21 Александр Копачев, номер 22 капитан команды Вячеслав Корж, номер 88 Александр Харкевич. Главный тренер Андрей Кривонос. Ассистент главного тренера, заслуженный тренер Беларуси Александр Гуляев. Соревноваться в громкости с тамадой всех могилевских игр Гариком Лимоном сложно. Звучит гимн Республики Беларусь. Судят сегодняшнюю встречу столичная бригада Петр Ивашков, Максим Троцкий и Андрей Санюк. Ну, пока до начала игры еще есть пара-тройка минут. Вспомним о том, что сегодняшние соперники в чемпионате сыграли по одной игре и показали, в общем, диаметрально противоположные результаты. Юная команда РЦОПС-Дюшор в первом туре принимала дома одного из фаворитов Гродно-93 и уступила 38-100. Могилевчане начали со второго тура и выиграли здесь, на этой площадке, у столичного РГУОР со счетом 105-44. Если говорить об ожиданиях от этой встречи, то, естественно, могилевчане должны бы выиграть эту игру легко, но, как принято выражаться, мяч круглый. А как любит говорить главный тренер Борисфена Андрей Кривонос,
одну игру выиграть можно всегда. Думаю, минчане сегодня постараются показать свой лучший баскетбол. И если могилевская команда не донастроится, а бывает это в таких матчах не очень легко, то рискует получить серьезное сопротивление. Впрочем, у каждой команды на данный момент разные несколько задачи. И задача РЦОПС-Дюшор показывать свой максимум и свои лучшие качества в каждой из игр. Все-таки, по всей вероятности, главные матчи у них впереди с командами, которые будут играть во второй половине нашей таблицы. Поэтому главное для дружины Эдуарда Кемина подойти к этим матчам в наилучшей форме. Ну а как добыть эту форму, как к ней подойти, если не играя с такими соперниками, как вице-чемпион страны Борис Фен. На паркет у минчан выходят Микита Дашкевич, Даниил Макрицкий, Тимофей Карпук, Ростислав Макавчик и Андрей Бабков. У могилевчан игру начнут Дюпри Макбрайер, Влад Микульский, Илья Шарипов, Александр Копачев и Брукс Дебишев. Что осталось? Хорошей нам всем игры. Дебишев выигрывает стартовое выбрасывание, и могилевчане начинают свою первую атаку. Отличный пас на Шарипова, но он не попадает по кольцу. Тимофей Карп приблизительно так же удачно бросил по кольцу, как и Шарипов. Пока счет у нас не открыт. Дебишев забирает подбор на своем щите. Получает пас от Макбрайера моментально. И набирает первые очки в сегодняшнем матче. Да и еще и заставляет свалить игрока соперника. Это был Бабков. А вот штрафной Брукс не забивает. Нет, не получается у Карпука. Подбор опять остается за могилевчанами. Тимофей попробовал уже с разных дистанций сегодня трижды бросать, но пока мяч у одного из лидеров РЦОПа в кольцо не идет. Ну а с Бруксом под кольцом, конечно, минчанам, которые серьезно уступают ему в антропометрии, соревноваться сложновато. Так что сам бросил, сам подобрал, сам забил. Подтолкнул Бабков в спину соперника.
заработал Второй фол. гол. Второй. Андрей Бабков. Вывели на бросок Макбрайера, но он бросить не отважился. Совершил пробежку. Макритскому помешали завершить атаку. Будет ли быстрая контратака у могилевчан? Не решили особо не торопиться. Понадеялся Макбрайер на то, что и с места забьет. А мяч в кольцо не прошел. А Микита Дашкевич, прошу прощения, сделал то, что он, и по первой игре это было заметно, делает очень и очень неплохо. Забросил дальний. Едва Микульский не совершил перехват, однако же. Попытка дальнего броска не удалась минчанам. Макбрайер заставляет Дашкевича свалить. Никита Дашкевич, первый гол. Тайм-аут. Стоп. Эдуард Кемен решил поговорить с подопечными и подкорректировать их игру. Хотя, впрочем, на данный момент минчане смотрятся не хуже оппонента. Если бы еще по кольцу попадали. Недонастрой могилевской команды на игру пока заметен. Рассчитывают на то, что мяч сам в кольцо завалится без особых усилий. Нет, усилия такие приложить придется, если команда хочет выиграть. Никаких корректив в составы тренеры вносить не собрались пока. Копачев прошел кольцо и добыл 2 очка. Да еще и штрафной. У Макритского первый фол. И через 3,5 минуты после начала сегодняшней игры у минчан уже 4 командных фола. А вот и основной центровой Рцоп Винников появился на площадке. 4 команды замечания. Не удалось. Туда же, куда и Брукс Дебишев Копачев отправил мяч в переднюю дужку. Точнее сказать, в передний край. Неудачный пас Карпука, но Дашкевич выловил таки мяч. Эх, шикарный бросок. Очень издалека, если бы мяч еще и зашел, было бы явно украшением сегодняшней встречи. Ну, да. Микульский не заметил оппонента.
Винников против Шарипова. Дебишоп успевает на перехват. А Макритский зарабатывает свой второй фол на Копачеве. И Копачев отправится пробивать штрафные. Ну, посмотрим, будет ли удачнее эта попытка у Саши. Нет. Точка, в которую летит мяч, пока все та же. Да. 3 из 3, только не попадание, а в молоко. Могилевчане показали кусочек прессинга. Ну и Брокс Дебишоп в полной мере использовал свои физические кондиции. А сейчас минчане очень хорошо воспользовались тем, что могилевчане медленно и лениво возвращались к своему кольцу. Вывели на бросок Макавчика на чистое кольцо. Тот не промахнулся. Копачев бросить не отважился. Шарипов прошел под кольцо по лицевой. Открыл свой лицевой счет. Ну, как называется, не все коту масленица. На этот раз Дебишоп успел на перехват. Не прошел пас. А вот и блокшотик. Ну, молодец, очень хорошо. На подборе успевает сыграть Винников. Не только пас отдать, но еще и добить успел. А сейчас то, что называется тип-ин, сделал Копачев. Пока тяжелые форварды Борисфена под кольцом творят, что хотят. Ну, а это, конечно, когда Микульский с Макбрайером убегают в отрыв на одного соперника, то, в общем, остается только по кольцу не промахнуться. Да, Дашкевич затеял бросать уж не из-за 6, а из-за 7, если не из-за 8 метров. Но пока не очень получается у него. И сразу массовая смена, прям хоккейная у обоих команд. Томашевского вижу, минчан, Зеленко, Лавренова. У могилевчан отправились Порш, Каммингс и Сикушенко на паркет. Потеря у минчан, а все благодаря тому, что не выключается из игры Илья Шарипов. Микульский наступил на линию. Арбитр это заметил. Ну, собственно говоря, глупо было бы надеяться на то, что он не заметит этого. А вот сейчас Микульский вынудил
юного оппонента потерять мяч. Секушенко зажали замечательно и отобрали мяч. Не поспел. К мячу, который сам перехватил, Каммингс не успел. А уже зрители, пусть не такие многочисленные, как обычно бывает, уже понадеялись на то, что Тевин выйдет на кольцо. Ну, чего от него ждать в таких ситуациях, все знают. Благо, кольца, щиты сделаны на совесть. Иначе Тевин мог бы чего-нибудь из ненужного и поотломать, делая дан. Пытаются активно играть в защите могилевчане. И не получается у Винникова добить мяч. А это шикарная совершенно атака и отличный пас Коржа, и уверенное завершение атаки Мороза. Мог бы и сам Влад атаковать. Да. Легонько. Не разогнался Каммингс, а зрители уже включились в ожидании. Вот и первый фол у могилевчан в сегодняшней игре. Корж на Дашкевича нарушил правила. Ну, в общем, мало удивительного, если ты хочешь играть в защите агрессивно, то странно было бы не хватать при этом фолы, тем более, что Дашкевич вполне уверенно обычно работает с мячом, можно и так сказать. Карпук вернулся. У минчан. Ох, красавец. Дашкевич красавец. Попробовал пару раз с такой дистанции. Не попал. Ну, вот что есть у парня, у 19-летнего, так это уверенность в собственных силах. Как там говорил один известный футболист: бил, бью и буду бить. Дали передохнуть. Дашкевичу вышел Ростислав Макавчик вместо него. Сразу повыше ростом стала команда Арцоп. Красивый счет за 73 секунды до конца первой четверти. 20-10. Ну, могилевчане пытаются эти красоты испортить. Не успел остановиться. Влад Микульский совершил пробежку. Слишком разогнался, а никто из партнеров не открылся. Вот 9 минут практически Влад отыграл. Сейчас его сменил Александр Харкевич. Последняя минута первой четверти. Хорошо вышел из-под опеки Карпук. А вот попасть не попал. Подбор достался Харкевичу. Быстро могилевчане решили провести атаку, да быстро не получилось. В результате Влад Мороз
Лавренов нарушил на нем правила и пошел на линию штрафного броска. Может поменять цифру рядом со своей фамилией. И делает это. И второй туз точен. 22-10. Не поспели с передачей. Так что быстрый отрыв завершился тем, что мяч из-за лицевой вводят минчане. Ну, Коржа на кривой кобыле так просто не объедешь. Да, а это сквознячок получился у Зеленко. Полтора десятка секунд до завершения первой четверти. Последняя атака, по всей вероятности, в этой 10-минутке. Слава Корж решил потренировать Мороза. Но Владу на этот раз не удалось попасть. Так, первая 10-минутка у нас позади. 22-10 выигрывает могилевская команда. Есть возможность слегка перевести дух. Ну, а заодно, чтобы не тратить время впустую, одна игра сегодня уже завершилась. Гродно 93 на своей площадке в пух и прах разбила Витебский Рубон со счетом 124-75. Самым результативным там у хозяев был Максим Шустов, 21 очко набрал. Еще одна игра идет параллельно с нашей. Началась тоже в 3 часа. В ней команда с Брестской области дома играет с Моками. И, между прочим, очень и очень пока неплохо смотрятся. После первой четверти 23-30 уступают хозяева. Хотя, в общем, ожидается, что Смоки особых сложностей не испытают в этой встрече, но пытаются навязать борьбу брестчане. Вот начинается с трешки Макавчика у нас вторая четверть. Ну, а Каменц очень хороший пас под кольцо отдает Сикушенко. Вновь разница в счете перевалила за 10 очков. Влад Мороз совершил перехват и очередной данк от Эвена Каменца.
Играючи, конечно, он залетает. А вот Корж заставил ошибиться Карпука. Лавренов вернулся на скамейку, а Бабков на площадку. Сикушенко классный пас отдал на открывшегося Харкевича. Харкевич набрал свои очки первые в этой игре. Затаив дыхание, смотрел, как бьет Макавчик. А вторая подряд трешка. И Корж не стал долгих атак разыгрывать. Через полплощадки отдал на ход Сикушенко. И Сикушенко забил, да еще и повесил на Бабкова третий фол. И с чистой совестью отправился отдыхать. Имею в виду Коржа. Заодно и Мороз ушел отдыхать. Вышел Илья Шарипов. Вот все бы хорошо, только все штрафные сегодня у могилевчан летят в душку. А вот это уже Дюпри Макбрайер. Не стал лениво это делать, как делал Каммингс. Но да, думаю, что и этот данк в интернете соберет не меньше просмотров, чем данк Каммингса из прошлой игры. Зеленко получил право на 3 штрафных, только вот первый пока туда же, куда сегодня они в основном все и летят. Не единственный ли Мороз остается, кто сегодня попал, да еще причем и 2 штрафных. Все делает очень правильно Шарипов, только вот не попадает в кольцо. Макритский выиграл. Пытались разыграть аллею, не вышло, но подоспел Сикушенко и набрал своих пару очков. А сейчас Артем отбился под кольцом. Микульский меняет Сикушенко. А у минчан Винников вернулся. Еще раз заряжает Макбрайера. Он показывает, что он умеет делать данки по-разному. А еще вот так. А сейчас сам перехватывает. Не стал бросать издали. Харкевич переадресовал. Да. Могилевчане пытаются каждую атаку завершать очень красиво. Ну что делать? В таких играх не в обиду будь юным минчанам сказано.
действует принцип: вы нам забьете сколько сможете, а мы сколько и как захотим. Ну, переусердствовал Дэ Бишоп. Первый фол. Он, естественно, удивляется, но удивляться тут, в общем, футбольный такой фол получился. Ну вот, выцарапали мяч с пола минчане. И Винников из-под кольца не промахнулся. У Шарипова фол из области борьбы. Макритского руками останавливал сзади. Не летит сегодня мяч издали у могилевчан. Ну, впрочем, и у Макарчика не каждый раз летит. Будем считать, что это Ростислав взял небольшенькую паузу. Уже больно хороши были вот две предыдущих трешки. Добивает мяч Дэ Бишоп, а Илья... Вот ну никак ему из-под кольца сегодня не удается забросить. А рыцари, явно выполняя команду своего штаба, пытаются в защите прессинговать и играть очень активно. Ну вот в результате не прошло полчетверти, как уже 4 замечания персональных заработали. Хотя, в общем-то, 2 в теннисе бы назвали это невынужденными ошибками. Не получился бросок у Дашкевича. Плюс 20. 38-18. К началу 16-й минуты игры. Не донес Брукс Дэ Бишоп. Но зато подобрал, забросил. Будет пробивать штрафной. Ну что, получится у Брукса. Наконец он 2 сделал сегодня. То, что с Дэ Бишопом под кольцом не соревноваться мячаном, это понятно. У Брукса уже дабл-дабл в сегодняшней игре. 10 очков, 10 подборов. Да еще и пара блокшотов к тому же. Трижды на нем фалили соперники. Короче, по всем статьям он MVP пока сегодняшней игры. А вот забить
Штрафные по-прежнему не может. Второй промах. Ну, впрочем, надо сказать, что по статистике Брукс не очень в этом и силен. У него половина штрафных летит в кольцо. А вот Винников. Хорошо остановили Копачева. А вот Шарипов Дашкевича остановил приемом хоккейным. И Дашкевич отправится пробивать штрафные броски. Никита, собственно, показывает и своим коллегам по команде, и сопернику, как надо пробивать штрафные. Нет, донес. Хотел. И еще один штрафной. На этот раз фалит Копачев. Не поспел на подбор за Макритским. И нарушил правила. Напрасно удивляется. Ну, как это? Есть повод пошутить. Влад Микульский данк сделать не смог. На паркет вышел камень вместо него. А вот и Макритский уверенно стер 0 в протоколе около своей фамилии в графе набранные очки. От 20 очков за несколько секунд осталось 16 преимущества. Ну, а Александр Копачев сделал то, что он сейчас делает достаточно успешно. Для тяжелого форварда и, по сути дела, центрового. Забил свою трешку. И тут же заработал еще один фол. Что называется, ни одна атака без Копачева не обходится. Фол, трешка, фол. Если дальше так пойдет, то скоро он присядет на скамейку до конца игры. Хотя пока, в общем, опасаться этого не следует. Всего 2 персональных замечания у него. Да. Продолжится атака минчан. Корж сменил Макбрайера у Борисфена. Дашкевич собрал вокруг себя Коржа и Мороза. Ну, в общем, хоровод не получилось. Мяч перешел к Могилевчану. А сейчас Никита наказал Славу за невнимательность. Вот Копачев первым в этой игре перебрался за 10 очков. У него 11 уже. Да, жаль. Не использовали минчане перехват Дашкевича. Макритский подтолкнул Коржа под кольцом. Третье у него персональное замечание. Учитывая, что прошло всего 17 минут игры, ну, в общем, ничего веселого в этом для одного из лидеров РЦОП, конечно, нет.
Ну вот. Чего и следовало ожидать. Забрасывает, наконец, Шарипов. Из краски. И делает М2. Ну, в общем, в чем Илью нельзя упрекнуть, так это в том, что у него нет настроя на игру. Этого добра у него всегда хватает. Не будет он делать скидку ни на возраст соперника, ни на опыт. Вышел на площадку, играет. Дашкевич сейчас Гарри Поттера. Но уже заигрались минчане. И Мороз. Ну, да. А кто ж может из ныне живущих минчан на площадке допрыгнуть до Влада, когда он идет на кольцо? Достаточно лениво, но могилевчане добираются до отметки в 50 очков. И переваливают за нее. Мороз сегодня настроен на игру. Если в предыдущей встрече против РГУР был расслаблен излишне. И народ ждет и дожидается. Если так пойдет дальше, скоро у болельщиков в разных городах страны возникнет вопрос, а Каммингс еще как-либо забивает, кроме как дамки. На одни редкости, радости и красоты. Никита Дашкевич отвечает другими, забивает свой очередной трехочковый. Корж пытался очередную очень красивую передачу отдать на Мороза. Не вышло, но зато Илья Шарипов. Я вот, когда смотрел прошлую игру, заметил 2 неудачных попытки Ильи Шарипова из-за трехочковой дуги. А почему-то не задержались в памяти 4 его удачных попытки. Так что с удовольствием исправляю это собственное отсутствие наблюдательности. Ну, Илья дал мне такую возможность. А Никита Дашкевич наказывает, между прочим, Коржа за то, что Слава считает, что не каждый мяч Дашкевич будет попадать. А он попадает. И на данный момент, кстати, Микит самый результативный игрок на площадке. У него уже 14 очков. Никита Дашкевич. 16 у Дашкевича. Бересьян сегодня явно играет по принципу «играем сами и даем играть другим». А Каммингс не попадает из-за дуги. Ах, едва-едва Дашкевич не забросил базар. На перерыв команда уходит при счете 56-32 в пользу могилевчан. Ну, сделаем небольшую паузу, после которой я чуть-чуть ближе познакомлю вас с командой Арцобс Дюшор, если вы не очень хорошо с ней знакомы.
Пока несколько минут отдохнем.
Можно поговорить? Ну вот стартует вторая половина игры в Могилеве. Игры третьего тура чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужчин, в которой встречаются могилевский ЦОР Борисфен и столичный РЦОБС Дюшор. После первой половины 56-32 ведут хозяева. Параллельно проходит игра в Бресте, где во второй 10-минутке все встало на свои места. Цмоки Минск, как и ожидается, выигрывают приблизительно с таким же, кстати, счетом. Они ведут 57-32. После первой половины самый результативный в нашей игре Микита Дашкевич, набравший 16 очков. Микита, кстати, 4 из 8 попыток реализовал дальних и добавил 4 штрафных. Если чего ему и мешает в этой игре, так это порой слишком агрессивная оборона могилевчан. У Микиты 5 потерь, иначе бы вообще можно было признать для него этот матч отличным. У могилевчан самый результативный их центровой американский Брукс Де Бишоп. Он набрал 10 очков и 10 подборов, плюс пару блокшотов и пару перехватов. Илья Шарипов набирает 2 очка.
Активно стартовая пятерка могилевчан начала играть в защите. И у Дашкевича с вводом мяча проблемы. А вот и слэм-данк от Микульского. Макбрайер с Микульским навели шороху на половине минчан, и те не смогли вовремя перебраться за середину площадки. Макбрайер доводит разрыв до 30 очков. 62-32. Карпук не попадает издали. А Копачев не стал вылавливать мяч, поняв, что ничего путного из этого не получится, позволил ему уйти за лицевую. Могилевчане начнут позиционную атаку. Да. Ну что ты с ним сделаешь? Бабков с Макритским разбираются, кто был неправ в этом моменте. Ну, а что тут скажешь? Брукс просто помощнее. И такие. С третьей попытки Брукс Дебишев делает. Антуан. Александр Копачев, третье профессиональное замечание. Мои прогнозы потихоньку сбываются. Копачев все ближе к скамейке запасных. Перехват Микульского. Макбрайер доводит и свой личный счет до десятки. Да. Не дают особо вздохнуть пока минчанам во второй половине. И горшок Карпук получает. А следом быстрая атака, в которой Дебишев добывает 4-е и 5-е очко в этой половине. И у него уже 15. Начинали команды вторую половину при счете 56-32. За 2:20 могилевчане выиграли эти 140 секунд со счетом, как вы видите, 13-0. Ну вот, свою порцию аплодисментов сорвали лисы. Надеюсь, что Эдуарду Кимину удалось привести своих ребят в чувство. Хорошо они играли в первой половине, а второй под прессингом
Могилевские команды подрастерялись. Да. Не залетело. Шарипов недоволен тем, что ему дали персональное замечание. Все, никак не может поверить в то, что он нарушил правила при броске. Макритский не может сегодня с линии штрафной. Да. Ну, не верю я в сглаз, но однако же. Под руку сказал Даня. Да. При Макбрайер легко называет это как нож сквозь масло. Получил, прошел, положил. Дашкевич не удалось очередную попытку совершить с трехочковой точную. А Микульский сделал то, что он не позволил Карпук донести, до дамка довести дело Шарипову, но Илья удовлетворился лейапом. Да, в общем, все просто. Пас Микульского, Дебишев из-под кольца. И 77-33. Микульский еще и подборы выигрывает регулярно. Брукс успел добежать на эту передачу. А сейчас хорошо минчане отбились в защите. Ох, и отлично Карпук принес мяч в кольцо. Не стал Шарипов играть в стритбол. Макбрайер сам себе создал позицию, да? Попал в душку. И просто втроем минчане порвали до Бишопа. Плюс 40. 77-37. Да. Микульский. Сказать, что он ножом проскользнул к кольцу, достаточно сложно. Все-таки габариты у Влада очень даже приличные. Но увидел свободную зону. И вот он уже пробивает фолы. Практически так же, как вся могилевская команда сегодня. Если тренерам и есть в чем по-настоящему упрекнуть своих игроков, то в том, что ну вот зато Влад исправился, да. Поспел к мячу, проскочил мимо двоих и забил из-под кольца. Шикарно. Дашкевич подвесил парашют. Передают друг другу право могилевчане. На бросок. Каммингс пытается. Попытка с трешки. И вот он. Ответ на вопрос мой и болельщиков, который я высказывал в первой половине. А умеет ли Каммингс забивать что-то еще, кроме данков? Да умеет. Те, кто следил за его предыдущим сезоном в Арагаци, знают, что
Если Тевин в своей тарелке, он может набрать и 30 очков, и больше. Ну так могилевчане в первой половине с трудом добрались до полтинника, а сейчас грозят набрать сотню уже в третьей четверти. Появились на площадке Харкевич, Сикушенко и Мороз. Делает то, что должен делать центровой его роста. Развернулся и полукрюк положил. Под кольцо минчан не пускают. Вот. Да, от щита. Однако Козлов забрасывает трешку. Понемножку набирают очки в этой четверти и гости. Сикушенко все сделал, в общем, правильно, да только в кольцо не попал. Ну вот, перехват от Харкевича. Нельзя оставлять Сашу за спиной. Сейчас Тевин отдал хороший пас Морозу. И Мороз, между прочим, впервые в высшей лиге набрал больше 10 очков. А сейчас Харкевич заставил ошибиться Дашкевич. В общем, стоит ли удивляться? Опыта Саш, мягко говоря, не занимать. Если можно так сказать, он играл еще в том чемпионате допотопном, когда в Могилеве не было Борисфена, а была команда «Темп». Ну и уж раз пошла такая пьянка, не помешает вспомнить, что Саша принадлежит один из самых выдающихся результатов в истории белорусских чемпионатов. Однажды в Гродно в игре против Гродно-93 он набрал 50 очков. Это, правда, могилевчанам тогда выиграть не помогло, но результат, который вызывает уважение даже сейчас, учитывая, что когда эти рекорды начали фиксироваться в современном чемпионате, рекорд результативности принадлежит капитану и играющему тренеру гомельской команды Тимофею Веревкину. 46 очков за игру. Рекорд Борисфена в прошлом сезоне установил канадский форвард Дэвин Джонсон. Он забил 40. Не стал Слава Корж бросать издали, зато сделал отличный лейап. А Сикушенко, соответственно, блокшот. Шикарный крюк от Каммингса в прыжке. А еще и перехват.
Что тут остается только рассмеяться. Каммингс несколько таких шикарных мячей забил, а сейчас не попал из-под кольца, когда для игрока его уровня было сложнее промахнуться, чем забить. А Корж очень красивый, как по учебнику, средний бросок. Ну, не забудем, что Слава еще недавно играл и за сборную Беларуси. Так и хочется сказать, что у минчан все-таки есть штатные снайперы. Вот Томашевский к ним не относится. Вот так вот мило и ненавязчиво разрыв достиг и 50 плюс очков, скажем так. Ах, красавец Дашкевич, красавец. 21 очко уже на его счету. Ну, а что тут сказать? Дают тебе такую возможность, пользуйся. И Микита пользуется. Ну и, как и Артем Цикученко, своей возможностью. Подбор, разворот. И 10 очков у Артема. Как-то так и хочется в очередной раз сказать об игроке столичной команды. Нет, не Микита ты. Ну, грех, конечно, оставшись свободным на дуге, когда тебя вывели на бросок, не пробить. Но только лучше всех сегодня это получается у Дашкевича. У остальных похоже. Как давно Макарчик не пытался это делать. Аркевич пытался свой любимый базер забить. Нет, не вышло. 96-45 перед заключительной 10-минуткой. 51 очко отрыва. У могилевчан сразу 6 человек. В графе набранные очки перевалили за свой червонец. С Дашкевичем соревнуется только Брукс Дебишев, у которого 17. 12 у Макбрайера и Шарипова, по 11 у Каммингса и Мороза, 10 у Сикушенко. И по соседству Микульский и Копачев, которые, думаю, тоже соберутся войти в этот не баптистов, но десятников, секту сегодняшнюю. Ну, теперь первый вопрос. Когда и кто из могилевчан разменяет гроссмейстерскую сотню? Понятно, что в игре против юной команды, которая относится к аутсайдерам, это не самое великое достижение, но болельщики этого ждут. А вот дальше для могилевской команды дела все-таки посерьезнее начнутся. В следующую субботу она должна отправиться ко второй гродненской команде, которая в этом сезоне называется Гродно-93 ГРГУ. И учитывая, что пара-тройка человек из основной команды «Оленей» так же смело играет и за резервную, ну, там игра должна быть посложнее. Ну, правда, хочется надеяться, что к той игре
В строй Могилевские вернутся. Все выздоравливающие. А их, в общем, немало. Это и капитан команды Артем Мальков, и Андрей Агеенко. Пока я нужные и ненужные подробности вам излагал, Брукс Ди Бишоп сравнял число набранных им очков собственным номером. Всего на 2 очка отстает от главного бомбардира сегодняшней встречи Микиты Дашкевича. Опа! Ах! Не Микита единым, Тимофей Карпук. И Александр Копачев подтверждает, что ваш комментатор не врал, говоря, что Саша очень серьезно подтянул такой компонент, как дальние броски. Не сейчас. Не удалось ни Копачеву увеличить свой лицевой счет. А вот подкараулил Макбрайер соперника. Не удалось. А вот забить трешку не получилось. Шарипов, чтобы не бегать в холостую, совершил перехват. А Влад Микольский очередную потерю. Ну, Влад очень активен, делает очень много всего полезного, но и заодно, вот как доказательство моих слов, очередной подбор Влада, но потерь он иногда совершает чересчур много. Так и не понял Микульский, что он хочет сделать. Искал партнера, которому можно отдать передачу. Но партнеры особо открываться не торопились, так что пробежка у Влада. А вот сейчас овации игроку, который в прошлый раз впервые сыграл в высшей лиге, 17-летний Егор Клюшников. Все сделал Илья Шарипов для Макбрайера. Дюпри промахнулся из-под кольца. Дашкевич поиздевался слегка над Копачевым. Да, есть первые 2 очка Егора в высшей лиге. Совсем немного не хватило ему для того, чтобы совершить свой первый данк в высшей лиге. Но партнеры вывели. А вот сейчас очень Винников красиво разобрался с Дюпри Макбрайером. Ну и... А в данном случае Дюпри уже ответил Винникову тем же. Оставалось только фалить. Один штрафной Брукс сегодня забил. Второго пока придется подождать. Дождались. 20 очков Брукса Ди Бишопа. На площадке возвращается Владислав Мороз. И отработавшие на славу Шарипов и Ди Бишоп садятся. Отдыхать выходят Каменец и Мороз. Захаренков, недолго думая, зарядил в лицо Копачеву, спасая мяч. Ну, надеюсь, никто не в обиде.
Да. Не так, так эдак, не мытьем, так катанем. Макбрайер донес таки мяч до кольца. 14 очков у Дюпри. Подустал Дашкевич. Очередной промах издалека. Ну, неудивительно. Только отыграть с такой интенсивностью, да и против таких игроков, которые играют против Микиты в защите, его передают друг другу то Макбрайер, то Корж, то Микульский. Ну, вот. Винников может набрать 10 очков. И набирает. И набирает. Центровой. Или тяжелый форвард, как вам больше понравится. Рубцов доводит свой лицевой счет до 10 очков. Не стал Клюшников пробовать бросить издали. А, Корж. Красивый полукрюк. Красивый проход. Чем и славен баскетбол, даже в такой игре, в которой разница составляет практически 60 очков. Каждая атака может быть красивой. А вот талия мы увидели в исполнении Каммингса и Копачева. У Копачева 14 очков. Между прочим, но не между делом. Не попадает Карпук по кольцу. А Клюшников совершает подбор. Попытался отдать пас Копачеву на дугу. Это не проход. Сыкушенко сменил Копачев. Саша, в общем, себя не за что упрекнуть в этом отрезке. Подбор с мячанами, Карпук. А Дашкевич бью и буду бить, но силы уже не те. Подпортит статистику себе Микита. Подбирали, и все-таки мяч прокрался за боковую линию. Ну, в общем, для всех очевидно, что игра перешла в фазу доигрывания, выразимся так. Но и эта фаза может подарить нам еще массу интересных моментов. Вот, видите, какой классный разыграли двоечку. Дашкевич выложил Винникову. А Каммингс отправляет мяч туда же, куда чаще всего его могилевчане отправляют. Переднюю дужку, я имею в виду из-за дуги, когда бросают. Ну, как-то не все коту масленица. Если бы могилевчане сегодня еще и из-за дуги лупили, так же, как из краски, то не хватило бы цифр на табло. Задумал Вячеслав Корж прекрасно, но Влад Мороз пока не поспевает за своим разыгрывающим. Я заметил то, чего не заметили арбитры. Там была зона. И весь народ в предвкушении вот именно этого. Да, железный дровосек Каммингс, я бы сказал. Когда такие данки делает Тевин. Падает мяч прямо в руки Мороза. А Зеленко нарушает правила на корже.
Неполных 3 минуты до конца сегодняшнего матча. Клюшников отдает Морозу. Мороз профессиональным движением доводит отрыв до 60 очков. Если я не с арифметикой дружу еще по-прежнему. Аркевич выходит на концовку. Передохнуть Коржу, который дает возможность, который только-только выздоровел после болезни. Пробежка, к сожалению. Аркевич в розыгрыше, кто бы удивился. Отважился на бросок. Всем болельщикам очень хотелось, чтобы Егор забросил и трешку свою, но не сейчас. А Тевин Каммингс в пару шагов оказывается у кольца, и послушный мяч заходит. Клюшников заставил ошибиться Захаренко. Уже не так нервничает Егор, как в первой игре, что было даже со стороны заметно. Все-таки уже почувствовал себя игроком команды высшей лиги. Может быть, пока еще не почувствовал, что он игрок многократного вице-чемпиона, но и это, я думаю, придет с опытом. Легко, элегантно. Каммингс перехватывает и не стал убиваться. Просто занес оранжевый шарик. А вот минчане продолжают гнуть свою линию. Могут красиво разыграть и довести комбинацию до ума. Доводят. Сейчас вывели Макавчика на кольцо. Макавчик забил. Да, в общем, то же самое сделали и могилевчане. Открылся, центр-форвард, мяч получил, забросил. 120-56. Перехват Харкевича, ну, собственно говоря. Ой, какой! Вот ради этого мы и ходим на баскетбол. В частности, не только ради этого. Аллей-уп. Ну, не трехочковый, но. Тем не менее, хороший мяч забивает и Артем. Ай-яй-яй. Но с третьей попытки удается и Зеленко. Вот со мной судья-информатор не согласен. Он называет Славу Зеленко. Но Каммингс не будет доводить атаку до конца. 124-58. Побеждает Цор Борисфен. Думаю, что гости наши не расстроены. Они провели хорошую игру против хорошего соперника. Опыт стоит гораздо дороже в данном случае, чем набранные 2 очка в их возрасте. Всего доброго. Встретимся на баскетболе. Поболеем.
стоит $1,5.